Шквалистое усиление ветра по всей стране предупреждают синоптики. Вот и в Канаше порывов ветра не выдержала ветка тополя и свалилась на провода видеонаблюдения ГИБДД, задев случайного прохожего. Это случилось 5 июня в районе 9 часов 20 минут, рядом с 41-м домом по проспекту Ленина. На меня чуть дерево не упало. Я, в общем, пришел в офис, сдал телефон на ремонт. Я решил поставить, далеко не уходить. Стою, слышу хруст. Через какое-то время упало дерево. Успел отскочить. Вот, просто повезло. Молодая мама, прогуливавшаяся с ребенком, также стала очевидцем произошедшего. Переходила с ребенком дорогу и увидела, как упала ветка, то есть подул сильный ветер, и там стоял молодой человек. Его, можно сказать, придавило. Он успел вовремя убежать, мы к нему подошли, спросили, как у него дела. Слава богу, с ним все нормально. Тут даже сейчас все висит на проводах, сильнейшие ветра, а мы живем неподалеку, и мы каждый день, то есть это наш маршрут. Мы с детьми проходим туда и обратно, в садик и обратно по этой дороге. И теперь очень опасно ходить. Такая ветка свалилась вот в прошлый раз вот туда чуть подальше, но ее быстро там убрали. Почему-то вот так же мы пошли, она была, как сказать, вот так же в таком состоянии. Но обратно мы шли, ее уже спилили и убрали. Но, конечно, если это все сейчас случилось, я думаю, наверное, оперативно должны сработать и убрать. Конечно, надо бы, деревья очень высокие, есть, наверное, какие-то стандарты по высоте деревьев. Здесь ведь не лес. Наверное, кто-то же должен за этим следить, и вовремя отпиливать и наводить порядок. Массивная ветка повисла на проводах, представляя угрозу для горожан. На место прибыл начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Канаша. Вот как он прокомментировал случившееся. Ситуация связана с теми погодными условиями, которые в последнее время есть. Единственная просьба, вот если кто-то, жильцы или собственники нежилых помещений, как в этом случае, увидели такую ситуацию, незамедлительно сообщать нам. Мы никогда не грузим посторонними телефонами, надо всегда звонить 20101. Это наша диспетчерская служба, она, соответственно, все необходимые службы вызовет, всех необходимые службы уведомит, приедут и исправят. В данном случае сейчас угрозы никакой нету, оперативная служба подъедет, распилят, уберут. У нас есть кабель видеонаблюдения, поэтому в первую очередь мы, наверное, обезопасим этот кабель, а по все остальное. Многочисленные прохожие, идущие в магазин, молодежь, направляющаяся в детскую библиотеку. Рядом ряд учреждений. В общем, здесь оживленно. Хорошо, что беды не случилось, говорят прохожие. Деревья столетние, гниют. И не только в этом месте, и в других местах тоже. Для детей, для всех людей это очень опасно. По дереву видно, что когда-то его ветки спиливали, а как минимум последние 10 лет, видимо, просто забыли. Как отмечает Дмитрий Геннадьевич, теперь-то уж точно. Ими займутся специализированные службы. Если мы говорим обо всем городе, то работу-то мы начали по спиливанию тополей. Конечно, мы сталкиваемся с различным мнением. Кто-то говорит, что надо деревья убирать, кто-то говорит, что все-таки город Канаша настолько зеленый, деревья необходимо оставлять. Мнения людей разные, мы учитываем все мнения, поэтому стараемся деревья, которые уже представляют угрозу, мы их стараемся все-таки убирать. А кроновку деревьев мы тоже ведем. Наверное, все-таки работа по спиливанию деревьев будет продолжена, чтобы не так сильно и резко, чтобы наши жители не волновались, что город будет не зеленым. Но эту работу мы будем тихонько продолжать. В течение получаса прибыли специалисты и распилили ветку. Серьезного ущерба никому не было нанесено.